Международная правозащитная организация «Форум-18» опубликовала обзорный материал, посвященный нарушениям прав человека на свободу вероисповедания в Туркменистане. Об этом написала «Хроники Туркменистана». В своем материале организация описывает несколько случаев, произошедших в 2023 году. Весной 2023 года сотрудники полиции и Министерства национальной безопасности допросили девушек и женщин в Балканском регионе, которые были набожными мусульманками. Особо тщательно допрашивали тех, кто носит хиджабы и другую одежду, считающуюся религиозной, или носит тасбих, исламские четки. В Туркменистане не работает закон. Если даже работает закон, то работает против своего народа. Диктаторский режим и его орда борется с теми, кто требует свои права, и вообще с инакомыслием. Тогда же сотрудники МНБ в городе Мары несколько раз в течение месяца вызывали на допрос 60-летнего мусульманина. Полицейские требовали, чтобы он прекратил читать молитвы на свадьбах и поминках. Также в середине августа в Балканском вилаяте, в том числе в городе Туркменбаши, полицейские провели рейды в домах соблюдающих религию жителей. Они конфисковали религиозную литературу, включая книги о шариатском праве и хадисах, а также переводы Корана на русский язык, оставив только туркменские версии. Помимо этого, сотрудники МНБ задержали пожилого имама за то, что он давал детям уроки ислама. Полиция Туркменистана вот таким образом уже 30 лет сфабриковывает уголовные дела и сажать невинных граждан. Напомним, что Туркменистан считается самой закрытой и репрессивной страной в регионе. Периодически силовики проводят подобные рейды с целью выявления соблюдающих мусульман. Так, например, в 2019 и 2020 годах проводились рейды против носящих бороды. Кроме того, в мечетях страны во время праздничных намазов имам-хатыбы обязаны читать книги Гурбангулы Бердымухамедова. Различные правозащитные организации сообщают лишь о малом проценте такого рода случаев. Истинные масштабы происходящего с населением внутри страны неизвестны никому. To this day, there are dozens of people languishing in Turkmen prisons, and their families have no idea where they are, or in fact, whether they're dead or alive. Несмотря на все это, так называемое международное сообщество уже 30 лет ищет взаимовыгодные условия сотрудничества с авторитарными режимами стран Центральноазиатского региона, закрывая глаза на преступления, чинимые ими, лишь изредка поднимая вопросы репрессивной политики властей региона, и то только ради оказания политического давления в своих личных корыстных целях.